Михаил Носорогов, Дэвид Финчер, фильм «Социальная сеть». Очень рад за Финчера, потому что, по-моему, это очередной шедевр после «Семерки», после «Бойцовского клуба». Ну, простим ему это уебищное старение, наоборот, Брэда Питта. Вот. Я восхищен тем, что я посмотрел цельную, захватывающую, ни капельки не скучную, очень профессиональную киноработу. Фильм ценен сам по себе. Кино просто прекрасно. Там момент с байдарками – это шедевр. Просто шедевр. Это просто открывается рот, как будто ты сам на Супер 8 едешь. Не ожидал совершенно настолько актуального кино от Финчера. Наверное, также был актуален «Бойцовский клуб» в 90-х. И уж актуальнее на сегодняшний день кино, как о социальных сетях, о молодом поколении, а такого кино нет. Зацепил сам фильм весь полностью. От фильма оторваться невозможно. Замечательная история, интересная история сама по себе, неоднозначная история, которая также интересно, красиво и неоднозначно показывает. Фильм отражает реальную историю Марка Цукерберга, основателя Фейсбука. Не так часто планета родит гениев. Видимо, это вот этот Берг, это как раз такой уникальный человек. Но, судя по истории, разворачивающейся в фильме, он, конечно, отчасти гад. Назвать его положительным персонажем язык не поворачивается, потому что вся его карьера начинается с кидалова. Я думаю, что он не троху подонок, что он нормальный подонок. Че он троху подонок? Ну, скотина еще та. Нормальный, умный, сам себе где-то там со своими тараканами в голове пацан. Ну, по-другому, наверное, не бывает, когда ты становишься там в 20 с небольшим миллиардером. На этот фильм нужно идти всем, кто любит хорошее кино. Нормальное, веселое, серьезное, хорошее кино. Ну и еще мне очень понравилось, что в фильме красной нитью такой прослеживается черта, что где большие деньги, там большое говно. Будьте осторожны.